Налоги являются одним из древнейших финансовых институтов, ведь их возникновение обусловлено становлением государственности. Общеизвестно, что еще ни одно государство в мире не смогло обойтись без налогов, которые необходимы для выполнения определенных функций, и бюджеты многих стран в основном формируются за счет поступлений, полученных от их взимания. Государственная налоговая служба Абхазии была создана 14 апреля 1994 года постановлением председателя Верховного Совета Абхазии Владислава Ардзинба. На сегодняшний день, кроме центрального аппарата Министерства по налогам и сборам, во всех районах Абхазии функционируют налоговые инспекции. В течение всего 2018 года в ведомстве шла большая работа по созданию электронного реестра налогоплательщиков. И если раньше вся информация хранилась на бумаге, то сейчас создана общая электронная база, где сотрудники налоговой службы из любой точки Абхазии могут отслеживать данные обо всех налогоплательщиках страны. Кроме того, налажено сотрудничество с казначейством Абхазии. Для госуправления по транспорту создан специальный модуль. Данная программа направлена на упорядочение учета выдачи разовых разрешений. Ведомством также ведется работа по налаживанию взаимодействия программных обеспечений с таможенным комитетом Абхазии. Динамика экономической жизни, она ускоряется, и экономический анализ должен успевать за всем этим, и тем более должен успевать и налоговые анализы. Вот честно, если сказать, вот сейчас мы даже работники налоговой службы просто не можем себе представить, как мы раньше работали 10 или 12-15 лет тому назад без такого рода электронной базы данных. Это сейчас просто невозможно. Мы сейчас стали видеть, может быть, не все, но многое очень видим. То, что мы создали, в общем, можно сказать, база, она создана, и то, что мы должны еще усовершенствовать, это позволит нам своевременно получать достоверную информацию, во-первых, о том, что происходит в сфере уплаты налогов, и, кроме этого, позволит нам своевременно реагировать на те или иные обстоятельства, которые возникают в практической работе. Много задумок, много чего уже реализовано, дальше тоже будем развиваться. Я рассчитываю на то, что это будет удобно всем налогоплательщикам, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям. Мы стараемся изменить саму систему администрирования, чтобы было проще нашим налогоплательщикам. Всего в центральном аппарате 10 управлений, в том числе 2 новых, созданных совсем недавно. В ведомстве служит 195 человек, но штат сотрудников все время пополняется. В Министерстве по налогам и сборам всегда востребованы молодые специалисты, обладающие необходимыми знаниями. Кроме того, в перечне особых требований кандидатам знание абхазского языка. У нас новое управление открылось, управление тематических проверок и управление анализа у нас появилось новое. И мы провели конкурс, открытый конкурс, мы объявляли, мы не скрывали. У нас достаточно высокая конкурентная среда образовалась, несколько человек на одно место. Они прошли предварительный конкурс, потом они прошли стажировку, потом они прошли уже аттестацию. В результате, на наш взгляд, мы выбрали очень работоспособных, грамотных и, главное, воспитанных тоже людей. И одним из таких факторов при отборе было знание абхазского языка. Потому что у нас коллеги, как правило, проходят на абхазском языке. Мы, кстати, самыми первыми в истории Абхазии из ведомств провели коллегию на абхазском языке. У нас есть словарь русско-абхазско-английский словарь налоговых терминов. С 1 января 2019 года вступает в силу закон о патентной системе налогообложения. Согласно закону, приобретая патент, предприниматель освобождается от уплаты всех видов налогов и необходимости ежемесячно предоставлять в налоговые службы отчетность. Кроме того, в зависимости от срока уплаты налога, закон предусматривает его уменьшение. Например, если оплатить патент сразу за год вперед, то сумма исчисленного налога будет на 50% меньше. В основном данный закон касается мелких предпринимателей, занимающихся малым бизнесом. Благодаря современным технологиям теперь им станет намного проще официально осуществлять свою деятельность. Министерство по налогам и сборам с помощью программного обеспечения осуществило автоматический учет выдачи бланков патентов.
Таким образом, у нас будет вся информация о выданных бланках патентов и, собственно, выданных патентах отражаться на сайте Министерства по налогам и сборам. Налогоплательщик либо какой-либо сотрудник контролирующего органа, если осуществит вход в сайт, вобьет номер патента, он может проверить, действующий этот патент или нет. Также такая техническая возможность будет присутствовать, как проверка этого патента с помощью QR-кода. То есть на каждом патенте у нас будет QR-код, и любой сотрудник налогового органа, либо любое лицо, которое в этом заинтересовано, с помощью считывания этого QR-кода может подтвердить его достоверность, то есть что этот патент действителен. Расширение возможностей использования интернет-ресурса с целью упорядочения работы и отслеживания поступивших налогов, несомненно, не только удобно, но и полезно как для налоговиков, так и для налогоплательщиков. Это нововведение является полезным, удобным для всех предпринимателей. Кстати, хотелось бы отметить не только для предпринимателей граждан Абхазии, но и для наших гостей иностранных предпринимателей, инвесторов, которые, как известно, идут в ногу со временем. Все эти технологии уже давно используются в мире. И приехав в Абхазию, хотелось бы, чтобы они не испытывали какого-то дискомфорта, чтобы, приехав сюда, им было комфортно, удобно вести здесь бизнес. И это все косвенно или прямо повлияет на уровень жизни в Абхазии в целом. И я считаю, что не только на сайте Министерства по налогам и сборам, но и во всех министерствах, ведомствах мы должны все стараться сообща идти в ногу со временем. В этом году Министерство по налогам и сборам Абхазии запустило пилотный проект по внедрению онлайн-касс. Проект дорогостоящий, но здесь планируется поэтапное внедрение контрольно-кассовой техники параллельно с преобразованием налогового законодательства. Наличие кассовых аппаратов на всех торговых объектах должно стать обязательным. Ведь только в этом случае налоговые органы могут отследить движение денежных средств. Кроме того, кассовые аппараты необходимы и для защиты прав потребителей. Есть ряд условий, которые должны выполнять как продавец, так и потребитель. И кассовый чек – это вот как раз то перекрестное условие, которое совпадает и входит в обязанности продавца. Да, то есть при продаже, при реализации любого товара должен быть прикреплен кассовый чек. В свою очередь, покупатель обязуется хранить этот чек для того, чтобы в случае возникновения каких-то гарантийных случаев он мог обратиться к продавцу и подтвердить при помощи этого кассового чека факт приобретения именно данного товара и именно в этой торговой точке. У Министерства по налогам и сборам Абхазии есть еще одно нововведение. Теперь любой вид налога можно оплатить через терминал. Правда, пока что только через терминалы Амро-банка. Сделать это очень просто. Есть такая опция. Республика Абхазия, в ней расположена МНСРА, где возможно заплатить налоги индивидуальному предпринимателю, оплатить бланк свидетельства индивидуальному предпринимателю, юридическому лицу, оплатить административный штраф. Для уплаты налогов индивидуальному предпринимателю необходимо ввести свой ИНН, предложится к оплате его код причины постановки на учет, по какому из них он будет оплачивать налоги. Он выбирает его, затем выбирает сам вид налога. Заносит сумму в терминал, уплата производится без удержания комиссии. По сути дела, это то же самое отделение банка, операционная касса банка, те же самые терминалы. Мы создали больше удобств, где можно осуществить уплату налогов. Порядка 90 терминалов у них установлено по всей Абхазии, и на всех из них есть такая возможность уплаты налогов. Таким образом, Министерство по налогам и сборам Абхазии делает все, чтобы упорядочить деятельность и сделать взаимоотношения между контролирующими органами и налогоплательщиками более прозрачными. И, как говорят сотрудники ведомства, работа в этом направлении будет продолжена.